Конечно же, будучи образовательным институтом, общества в университет прежде всего поступают гранты, которые направлены на повышение уровня образовательного характера. Университет, будучи, скажем так, местом, где локализуется research activity, исследовательская деятельность, это гранты, которые направлены на улучшение исследовательской деятельности. Конечно же, безусловно, это как хозяйствующий субъект, где есть свои инфраструктурные моменты. Это гранты, которые поступают на улучшение инфраструктурной, производственной, методической базы. И безусловно, живя, как вот было сказано коллегами, в современном мире, где стираются границы, где интересы становятся общими, локальными, эта тенденция проходит и в университетском обществе. Сегодня университетская среда принимает такой, скажем, оборот международного уровня сотрудничества. Поступают гранты, которые направлены на кооперацию, обмен опытом, причем не только на академическом уровне, то есть для профессоров, для докторантов, но и, конечно же, для студентов. Вот в этом направлении, по крайней мере, до сегодняшнего дня, я убеждена, впоследствии администрация вуза велась работа, направленная на привлечение этих средств инвестиционных. И я хочу сказать, что можно подвести достаточно хорошие итоги. Вот я могу сказать только за те проекты, которые я привлекала, и моя инициатива поддерживалась администрацией, поскольку в университетской среде так принято, что если ученый, педагог, студент проявляет инициативу, обладает потенциалом знаний, умений, подходов, потому что, конечно же, привлечение грантов — это нелегкое дело, то эти фонды только поощряют такую инициативу. И не обязательно быть администратором в этом вузе. Очень важно получить суппорт, поддержку администрации, но можно, будучи рядовым профессором, рядовым преподавателем, студентом, реализовать этот проект. И, кстати, с точки зрения Европейской комиссии и его приоритета внедрения грантов, эта инициатива приветствуется, когда рядовой профессор, студент эти гранты может привлечь в университет и поднять уровень развития того или иного аспекта. Вот те проекты, которые мной лично привлекались, и на сегодняшний день можно уже подвести итог, 4 проекта за 5 лет было привлечено на кафедру, где я работаю, на факультет. Практически все они, вот один только ждем уже решения Европейской комиссии по оценке, мониторингу деятельности, оценены на уровне excellent, то есть отлично. И вот наш небольшой вуз, работая с такими huge university, гигантами, университетами, как стран Восточного партнерства, так и европейскими, сегодня показал себя достаточно успешно, активно. Это такие проекты, как проекты, направленные на, конечно же, прежде всего на обмен опытом в академической среде. Когда наши преподаватели нашего университета имели возможность с помощью этих грантов побывать в вузах Европейского Союза, стран Восточного партнерства, изучить методическую учебную образовательную базу, не только с помощью финансовой поддержки, но огромная помощь такая, знаете, методического характера, профессионального характера, и перенять и имплементировать этот опыт деятельности нашего вуза. Это такие крупные университеты, начну с стран Восточного партнерства, как Минский государственный университет, как Одесский государственный университет, Киевский государственный университет, Высшая школа экономики Москва, наш университет работал в консорциуме с этим вузом. Это очень интересно, когда и российские вузы привлекаются в консорциуме вузов, имеющие поддержку грантов со стороны Европейской комиссии. Это крупнейшие вузы Европейского Союза. Очень хорошее сотрудничество Монпелье University, Лион Люминье University. Это английские университеты, включая опыт Оксфорда. Наши преподаватели были, посетили. Это итальянские вузы, и это бесконечное количество. В общей сложности за 4 года только с факультета, где я сотрудничаю, имели возможность стажироваться и получить обмен опытом, значит, более 20 преподавателей. Конечно же, это и получение образовательного уровня европейского, скажем так, с европейским подходом для наших студентов. На сегодня, вот только на сегодняшний день 3 наших студентов находятся на такой стажировке в вузах Европейского Союза. Вот буквально 2 девочки с специальности бизнес-управления сейчас уехали, значит, в феврале, до мая месяца будут в Добричском колледже международного бизнеса проходить. Это студентка, докторантка проходит в Португалии, это 2 преподавателей, которые сейчас проходят мобильность преподавания за рубежом, получают скиллсы, навыки. Это, конечно же, еще выгоды, не только для студентов с точки зрения получения повышения квалификации профессионального или образовательного уровня, это хорошая техническая поддержка. Только с этих 4 проектов, значит,
на юридический и на экономический факультет было привлечено техники, мультимедийной техники, значит, более чем 90 тысяч евро. На сегодняшний день она вся находится у нас на факультетах, студенты, преподаватели ею пользуются, и вы понимаете, как вот такая техническая поддержка позволяет сегодня улучшить уровень образования. Конечно же, это методическая поддержка. Вот только с 3 проектов мы напечатали учебников, учебных пособий в консорциуме с европейскими учеными, белорусскими, украинскими, российскими и грузинскими учеными в сумме более чем, значит, ну сейчас точно не скажу, 22 тысячи евро. И дело не в деньгах, дело в качестве тех методических пособий, которые сегодня предлагаются для обучения студентам, которые прошли экспертизу ведущих ученых мира, и студенты имеют возможность пользоваться такой литературой бесплатно в доступе. Конечно же, это cultural exchange, это культурный обмен, когда наши преподаватели, студенты повышают уровень знания международных, скажем так, языков международного общения, это прежде всего английский, изучают языки тех стран, в которых они проходят обучение или стажировку. Вот настолько только вернулась докторантка, она выучила эстонский язык, даже сдала там экзамен, не знаю, правда, на какую оценку и так далее. То есть, смотрите, я могу бесконечно, ну, может, не бесконечно, достаточно длительно продолжать лист, перечень тех выгод, которые получил наш университет, Камрадский госуниверситет, от участия в таких проектах. И мы просто счастливы, что мы сегодня имеем такую возможность, и что с нами считаются, и, значит, не только Европейская комиссия, это фонд по культуре, науке и образованию. Я хочу сказать, что нас очень хорошо поддерживает посольство Соединенных Штатов Америки. Уже долго наши и студенты, и преподаватели проходят стажировку в рамках программы Fulbright. Нас очень хорошо поддерживает фонд IREX, когда в рамках University Administrative Support Program ведущие специалисты, администрация проходит стажировки в лучших американских вузах и адаптируют полученные знания. Конечно же, это Германия, это Deutschland Academic Program, и это различные фонды посольств Европейского Союза. То есть, как говорится, и как мои коллеги сказали, было бы желание, было бы стремление, были бы навыки, поддержка администрации. И я думаю, что вот такая возможность в современном мире вузом просто не может упускаться. Это поднимает уровень и рейтинг конкурентоспособности вуза.